Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цепандин. Смотрите, мы находимся в ресторане Red and Green, и к нам сегодня пришла уникальная гостья, потомок государевых ямщиков Елена Иннокентьевна Бессонова. Елена Иннокентьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Петр. Да, учитывая, что у нас кулинарный концепт, чем вы к нам сегодня пожаловали, что будем мы сегодня готовить? Сегодня я хочу приготовить ямщицкое блюдо, которое, в общем, не на каждый день. Это пирог с капустой и брусникой. Вот такая изюминка. Угу. Брусника у нас будет для украшения, и немножечко в пирог положу. Мы уже знаем, что ямщицкая культура, она имеет свои какие-то свои особенности, свои изыски. Да? Ну, то есть есть такое даже понятие, как ямщицкая кухня. Так? Есть. Есть, да? У нас Хорошо. даже фестивали проводятся. С чего начинаем, как долго все это делается? Так, наверное, мы начнем с теста и параллельно, скорее всего, мы начнем с теста. С теста. Хорошо, давайте начинать. И сразу же попутно первый вопрос. Мы, конечно, коснемся вашей истории. Я знаю, что вы знаете свою ямщицкую родословную аж до 9-го колена, до поколения, да? Да. Но немножко расскажите, пожалуйста, о себе. Да. Хорошо. Ну, я родилась в Якутске. В городе, значит, в школе училась, в первой школе 8-летней. Затем я поступила в педагогическое училище. То есть решили стать учителем? Решила стать учителем. Затем я закончила, когда уже работала, я закончила наш педагогический университет тоже на начальное обучение. То есть повысила свою квалификацию, так сказать. Вот. Ну и потом работала в городе, значит, в нескольких школах города Якутска учителем начальных классов. Вот. Нам бы неплохо бы уже и с блюдом Хорошо, начать, давайте. да, потому что Значит, время не резиновое, вдруг мы можем не Ну, сначала не мы успеть. положим сливочное масло вот, в мисочку. Так, оно у нас должно быть немножечко мягким, но ничего. Так, затем, значит, одно яйцо взбиваем сырое. Так, это у нас вареное, вот это вот, по-моему, у нас сырое яйцо. Так. Вот, мусорка, если что. Да, Хорошо, спасибо. Так, затем у нас идет сметанка. Сметана. Так, ложечка у нас, ну, можно вот так. Возьмите вот из столовой, ну или вот лопаточку. Да, лопаточкой тоже удобно. Так. Ямщики у нас, в общем-то, тоже вот молочные продукты, это у них тоже было. Так. Сметанка, затем, значит, 2/3 чайной ложки соли. Вот у нас соль чайной ложечкой. Ну вот где-то вот примерно столько, по вкусу, да. Так. Затем сахар. Чайную ложечку, да. Капуста любит сахар, кстати. Ну да, так. Так. Ну капуста, я так смотрю, все же, да? Да. Сейчас я вот пока буду размешивать, мне, наверное, будет удобно вилочкой, потому что масло у меня еще не до конца как бы размять вилочкой нужно, да. Хорошо. Ну вот это все дело мы разминаем, смешиваем все ингредиенты до однородной массы. Вам надо взбить. Да. Не то, что взбить, а мне нужно это хорошо перемешать. А почему... Можно вилочкой, можно... Да, вот такой так. вопрос. А почему вы выбрали именно профессию учителя? Родители Вы знаете, на влияли или как? интуитивном уровне нет. Я раньше не знала, вот, например, свою родословную, я уже намного позже начала изучать. Вот. Ну, видать, где-то на генном уровне, я так думаю, потому что меня тянуло всегда с детьми общаться. В общем, в детстве я играла все время с ребятишками, потом с маленькими детьми возилась, и, в общем, как-то вот меня тянуло именно туда. И когда, значит, закончила 8-летку, я вообще не раздумывала даже, пошла в педучилище. И Да. как долго вы проработали? Всю жизнь, получается, вы проработали? Ну, около 40 лет, О. почти 40 лет я проработала учителем начальных классов. Именно начальных? Да, именно в начальных классах. Ну, вот в 2020 году я вынуждена была уйти по семейным обстоятельствам. А так бы, конечно, еще
можно было поработать, да. работали бы, Меня да? и сейчас приглашают. То есть учитель начальных классов же это тот человек, который, ну, знает все. Ну, практически все. Ну да. Литературу, математику, там разные предметы, музыку и все прочее. Потому что я Учитель помню, начальных классов ведет все предметы, ведет все особенно предметы. раньше, вот когда я Особенно начинала раньше, только да. работать с 1980 года, у меня был класс, где сидело 42 ученика. чуметь. Да. 42 вот таких, короче. Да. И вот я молодая, Ага. еще неопытная, 19-летняя девушка, ну, как-то справлялась. Приходилось как-то справляться. Наверняка это же страшная же психологическая нагрузка. Были моменты, когда когда-нибудь пожалели о том, что такое, ой, зачем мне все вот это такое? Не то чтобы пожалела, но Ага. трудности Тяжело, были. конечно, да. Трудности, Детьми, конечно, да. были, как в любом деле. Профессия учителя действительно она Я по непростая, себе сужу, да, сложная. потому что дети же всякие разные. Я страшный газа был, да. Ну, то есть не мог на месте усидеть, и учителя все время говорили, вот, Цепандин, вообще его надо, короче, чуть ли не из школы исключать. Ну, всякое Потому что, бывало. Да. Ну, то есть Да. не поддается обучению и все. Ага. Вроде способный, а не хочет. Что тогда, как вы тогда поступали? Какие педагогические... Ну, по-всякому бывало это самое. По-всякому. Метод кнута и пряника. Было и такое, да, всяко было. Не, ну сейчас это да, сейчас попробуй Да, в школе щас ребенка нельзя. тронь Щас пальцем, нельзя. да, а у нас тогда и линейка, и мелом нормально. Тогда же как бы в советское время было чуть-чуть по-другому, Так. скажем так, да? Ну, вот у меня уже, значит, начальный этап замешивания теста. ну, это Теперь уже про тесто я, уже да, рассказывай. сейчас я буду добавлять муку и разрыхлитель. Ну, муку я вот добавлять буду по... Ну, так, вымешивая потихонечку. Да, масло же уже Да. растопилось. у нас, всё Добавлю, хорошо. значит, я разрыхлитель. Разрыхлитель да, у меня, у вас? по-моему, вот здесь вот. Ага. Тоже чайной ложечкой. Разлифитель Так, мне его делается. нужно чайную ложку. Вот так Примерно. вот примерно. Мгм. Так, его нужно в муке вымесить, разрыхлитель, для того, чтобы он, ну, вот почему-то ложат именно с мукой. Ну, чтобы это делается, как кажется, для того, чтобы тесто пышное было, да, или что? Ну, наверное. Ага. Ну, тесто обычное, бездрожжевое же, да? Так, это тесто бездрожжевое. Скорее всего, оно больше похоже на песочное, потому что здесь присутствуют такие ингредиенты, как масло и сметана. Сметана же тоже, она вот из сметаны потом, когда взбиваешь, масло уже получается, да? Ну, вот сливки, когда взбиваешь, да? Молочный продукт. И сметанка у меня довольно-таки густая, поэтому вот. Так, даже вот видите, я вроде бы как отмеряла, но мне кажется, у Мало, меня да, еще еще? останется. Сейчас я посмотрю. Так. А И потому что я его- уже могу потом вымешивать его руками, Руками, да, да. и добавляя. Вот тесто должно быть такое эластичное, мягкое. Так, еще добавим немножко муки. Так, чуть-чуть. А вы строгой учительницей были? Ну, кто-то из детей говорил строгая, кто-то говорил добрая, по-разному было. А какой главный подход в обучении детей, как вы считаете? Что Ну, самое главное, чтобы быть скорее хорошим всего, в игровой форме нужно обучать детей. Это я уже потом, позже намного поняла. Ну, действительно, нужно, так же, как и своих детей воспитываешь, и строгость должна присутствовать, и доброта, и ласка где-то. Вот, учителем? Ну, чтобы, да, ребенок знал, ну, некие рамки, да, получается? да. Сладкое, Это нужно поменьше, да? поставить в холодильник, наверное. Так, нас- сейчас мы будем шинковать капусту Да, вот, для смотрите, начинки. специально у вас взял нож. Это, вот, мне кажется, этим ножом будет Так. удобнее. Так, ну, чем тоньше шинкуешь капусту, тем лучше. Ой, я так не умею. Я тоже не умею нормально шинковать. Ну, Это, собственно, и начинка будет, да, получается? да, ну, я очень люблю капусту вообще на самом деле, поэтому вот пирог такой вот из капусты и брусникой, Странное сочетание, конечно, для меня, но ничего. да, Но ну, он без такое мяса, я брусника, предполагаю. оно кислинку придаст. Да-да-да. Так, будет яйцо, но это нормально.
потому что капуста и яйцо очень даже сочетаются, а брусника придает такую кислинку небольшую. И получается, в общем-то, такое пикантное блюдо. Очень полезное, потому что, смотрите, все ингредиенты простые. Вообще ямщицкая кухня, она же очень простая, поэтому у меня все продукты очень простые и полезные. Вот капуста, например. Капусту ямщики тоже очень раньше любили и заквашивали. А оказывается, заквашенный продукт – это ферментированный продукт. Ну это да, очень полезный. да, для А это пищеварения, все, в общем, прочее. как бы на интуитивном уровне, видать, вот ямщики. Как говорится, сначала Да. сделали, а потом узнали, что это полезно. Да, Либо- может и так, потому что может- потом же может- уже может и так открытия же, да? стали. Открытие же уже потом, ну вот так вот Ага. где-то я шинкую и Стороночку убирать от вас. можно, конечно, и помельче нашинковать, но можно и так. Так, сейчас, значит, мне нужно будет тоже порезать лук. Туда Так. лук еще. Нет, не туда. Лук А. мы будем обжаривать. Так. Так, ну Значит, я уже обычно сковородку так. надо готовить. Подогревать, да? Да. Ну, она быстро нагревается, но тем не менее. В принципе, сильно мелко не нужно и сильно крупно не нужно. Вот так вот Да, средне. сковородочка уже раскалилась. Вот лук сначала обжарим. Вот уже заурчало, да? Да, 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 да. Я сильно не стал делать. видите, тут. Значит, я буду... Сейчас мы будем ее тушить. Для этого я немножечко воды добавлю. Ага, Так, она будет тушиться. немного, я так думаю, да? Тогда уже можно огонь побольше сделать. Да, Сейчас просто будет это. все. Итак, что касаемо вот ямщиков. Когда вы вообще узнали, что вы, оказывается, потомок? Так, ну, в общем, я узнала то, что я потомок от своего двоюродного брата несколько как бы лет назад, что мы потомки ямщиков. Ну, нет, я вообще-то еще раньше намного знала, да, но уже более подробно стала Да, как глубоко бы вы мне изучать, рассказывали, что начали интересоваться, прямо начала вот родословную копать, да? интересоваться. Ага, да-да-да. Это где-то несколько тоже лет назад, ну, года буквально 3-4, наверное, да. Ну, наверное, каждый приходит только в разное время, кто-то раньше, кто-то позже. Ну да. Ну, я вот так вот как-то пришла, и мне стало интересна моя родословная вообще. Вот. Как раз стали выпускать книги. Первая книга, вот, которая мне попалась в руки про ямщиков, это книга Соловьева Виталия Павловича, который, в общем, он мой дядя, и он очень так хорошо отнесся к нам, ко всем потомкам, звонил, узнавал о наших, значит, семьях, как мы живем и так далее. И вот написал он такую книгу, называется «Государевы ямщики» Якова Соловьева. И вот, прочитав эту книгу, а там очень богатая история ямщиков, быт, значит, о потомках, о предках, и я узнала о своих предках. А уже когда вышла вторая книга, ее написала Людмила Иннокентьевна Филиппова, то там я, значит, посмотрела и сопоставила уже там и даты, и имена. Очень хорошо она все это, значит, рассказала в своей книге. И вот нам уже, вот для чего пишут эти книги, написанные, а тем более про Исидскую станцию, это родина моих предков. Исид. Да, Исид. Ну, Исид раньше с мягким знаком писалось, Да-да-да, а ну, сейчас как бы Исид. исконно русский лад, да, Исид, Исконно да. русский лад, да. Да-да-да. Вот. И там она очень подробно описала о всех предках, о тех фамилиях, которые там присутствовали. И не только, значит, она написала про
Федоровых, там Соловьевых, там и Филипповы есть, и Голоковы, и другие фамилии, да. Вот. Ну, и вот буквально вышла эта книга, у нас была презентация в ДК Кулаковского. Я эту книгу приобрела. Еще приобрела для своих детей, для сестры, там, брата, родственников, чтобы они тоже знали, приобщались к этой культуре ямщицкой. Потому что если я вот совсем ничего не знаю, они тоже, конечно же, ничего особо не знают, хотя уже начинают интересоваться дети, да? Вот. И потом, значит, я начала вот эти две книги, сопоставляла и выписала уже древо, да? Для себя. Для себя, да. потому что именно по крови. Сейчас, говорят, есть какие-то компьютерные технологии, когда родословную можно, в общем, родословную могут тебе составить, да, в общем, как-то. Уже есть такие технологии. Нет, ну, это, скорее всего, на основе архивных данных, может быть, а вот они составляли, вложенные в совершенно верно, они составляли книги и Соловьев Виталий Павлович, и Филиппова Людмила Иннокентьевна составляла на основе ревизских сказок, так называлось раньше у ямщиков. Это когда вот из устно передавали из поколения в поколение, как вот сказы, да, своих ну, как у нас эпос Лонхо. Да, вот примерно так. Ревизские сказы. Совершенно верно. Ревизские. А это что значит? Что это слово такое? Ну, от слова ревизия, скорее всего, ревизия, я так думаю, да. И потом у них, значит, проводилась перепись один раз где-то в 4 года. И вот таким образом по архивным документам работали они не только в Якутске, но и в Ярославской губернии, там, допустим, еще где-то в Нижегородской, Вятской. Ну, в общем, ямщики же были с разных сосланы сюда крестьяне. Так, ну вот уже можно совсем немножечко совсем меньше делать? Сделать, да, совсем меньше сделать. Ну, так, теперь мы будем... Так, мне теперь... уже, пожалуйста, тесто можно принести. Я сейчас тесто? уже начну. Угу. Товарищ, тесто. Угу. Семен, пожалуйста, нам тесто нужно. Тесто в студию, пожалуйста. Да, и вот таким образом я начала составлять родословную. И у меня все сошлось, кстати, там и по годам, там даже были годы написаны жизни и смерти каждого, вот, особенно вот в книге Людмилы Иннокентьевны я это уже узнала. Все, это уже все. Потому что у нас еще будет допекаться в духовочке. Мы с огня берем. Да, я телезрителям расскажу, что вообще ямщицкое, как это правильно сказать, ямщицкое движение, ямщикам 280 лет, ну юбилейные даты, да. А немножко расскажите, пожалуйста, про историю вообще ямщиков. Кто создавал, вообще с какой целью? Водичку можно еще или морсик давайте? Морсик давайте. Так, ну, значит, Ямской тракт, по Ямскому тракту, да, 1743 год считается, вот когда Захар Баишев, это служивый по, значит, решению воеводы, он учредил 26 ямщицких станций. Это было вот с тех вот пор и называется вот ямщицкое как бы движение в Якутии здесь вот пошло, да? Учредил. Извините, вам нужно заниматься, вы рассказываете, да? И так, это. хорошо. Все равно давайте все. Сейчас я, значит, должна вот разделить на. Вот сейчас прямо отсюда давайте расскажите и пошли оттуда. Так, одна часть теста у меня должна быть чуть побольше, одна часть поменьше. Вот. То есть начинаем заниматься уже непосредственно пирогом. Да, так? Пирогом занимаемся. Так, ну, я сначала большую часть раскатаю, мне нужно будет на лист выложить. Так, а вас попрошу вот пока немножечко чуть-чуть, у вас же перчаток нет, давайте я вот сама тогда смажу быстренько. А вот так, да? Вот так вот, да. Ну, чтобы не прилипло. Ну, оно и так не прилипнет, в принципе, ну будет подрумяненным немножечко. Хорошо. Так, сильно большой пирог я делать не буду. Наверное, что-то у нас маленькое вот это. Так, скалку нам не принесли же, да?
Скалки у нас нету, но мы можем Ага. попросить, если хотите. Так, да, хорошо. Ну ладно, вот давайте вот так вот сделаем. Сразу. Прямо там, да? Ага. Тесто, видите, мягкое. Мгм. И можно вот так вот В сделать. холодильнике полежало, подошло, да? Вот. Теперь мы выкладываем начинку. Так, ну и сейчас будем выкладывать начинку. Да, сколько на нужно, да, первое. столько сложите. Мгм. Я действительно смотрю, что много. Ну, сейчас посмотрим. Пироги с капустой тоже Пирожки, очень именно вкусные. пирожки с капустой. Ага. Ну это и полезно же, тут очень много возможно, витаминов. Я не знаю, почему они это любят. Ну Я- вот я видите, как-то у меня больше по мясу, начинка а вот они практически вот капусты. вся А все ушла. влезло? Да. Теперь, значит, у нас вот яйцо, вот его нужно было почистить, я вот не почистила. Добавить яйцо. Так, яйцо нужно порезать. Так. Так, и тоже вот сюда. Выложили. Мгм. Вот так вот. Мгм. Так. Так, ну и теперь немножечко брусники А. добавляем. Изюминка такая вот. Да. Всего-то? Да, ну, по желанию можно и побольше положить. Мне кажется, в принципе, побольше надо. можно и побольше положить. Да, пусть будет. Потому что у нас еще на украшение мы должны украсить. Да-да-да, не, Ага. тогда я беру Вот твои достаточно. Так, И теперь дальше, мы кажется, второй пласт будем раскатывать. Вот немножко, видите, прилипает, потому что в холодильнике мало полежало, да? А, Вот если бы побольше полежало, то оно а бы вы не... муку возьмите. Да, можно присыпать чуть Да, чуточку вот так муки. Вот так вот. Вот, тогда не будет. Так. Ну, хорошо, конечно, скалкой, ну, в принципе. Ну, что-то мы не подумали Ага. сразу, ну ничего. И это просто вот сверху прикрывается и все, да? Да. Сверху вот так вот прикрывается и защипляется. Вот почему мы первый, допустим, оставили Поболее. побольше кружочек, да. Ну, чтобы А вот теперь так мы раз. будем вот так вот защиплять. Все, понял. Ну, вот такой классический пирог получается, Да. закрытый. Ну, такие блюда, вот пироги, пирожки. Раньше у ямщиков еще ямщицкое блюдо с налимом очень часто делают. С кем? С налимом. С налимом, Вот с рыбой? недавно мы были в Висите, Ага. на родине моих предков. Нас встретили там как раз именно... Ягодка осталась, ее берем отсюда. Нет, не надо ее убирать. Сейчас мы еще... я её съел Так, хорошо. Сейчас мы еще вот немножечко украсим вот сверху. Да. Ну вот видите, она у меня мороженая была. Я обычно замораживаю ягоды. И сок Да. сок дал, Можно видите? свежую, можно замороженную ягодку. Ну да. Ну, сейчас свежей-то нету уже. Вот, и нас там угощали как раз жареным налимом, очень вкусный, свежий. А когда мы выезжали из села Исить, там, видели, стояла машина, и рядышком очень много налима было. То есть люди там Ну, заготавливали, рыбачат, да, рыбачили. тычки ставят, наверное. Ага. Так, ну, красиво, нет? Вот так, да? Красота. Пойдет? Ага. И это мы все отдаем нашему Так, Семену. нет, еще один штрих. Для еще того, штрих чтобы есть? лучше пропеклось и тесто, и сама начинка, хотя начинка у нас почти готовая, мы возьмем вилочку и вот так немножечко сделаем такие. проколы. Да. Ну и узорчик такой. Ну, якутская лепешка же тоже вот такие специально вот Да. так делают. Вот так, дик. Да, Ну, ну, я вот как так бы вот. это, свой штрих. Все. Ну, я расскажу о своих предках по линии Федоровых. Значит, я в 9-м поколении. У нас зачинатель, основатель, вот так можно сказать, Николай Федоров, который как вот по, значит, ну, по архивным данным и так далее. Там тоже, конечно, немножечко есть разночтения. Говорят, что он приехал с Дона, потом в Нижегородскую область, потом уже в Алёкминский район, и оттуда для усиления
значит, ямщицкого движения, его направили в Исить. Вот такой вот у него был путь. Но все равно род Федоровых считается одним из первых, которые поселились на станции Исить. Мой, значит, род Соловьевых в 7-м колене, там, значит, Яков Соловьев, государевый ямщик, он прибыл, ну, чуть-чуть попозже, и вот, получается, я в 7-м поколении. Мой дедушка, значит, Анатолий Алексеевич женился на моей бабушке Марии Прокопьевне Соловьевой. Вот здесь вот роды сходятся, да, как бы вот роднятся. И с этой стороны ямщики, и с этой да, стороны. Это все по линии отца моего, по линии моего отца. Но они так и женились вот там вот, да. Были даже такие истории, что как бы с родственниками, да. Сватали, уже, там, да. Да, какие-то обрядовые какие-то да. свои там вещи. Ну вот они, значит, поженились, и родился вот мой... У них родилось 5 детей. Вообще многодетные ямщицкие семьи все бывают. Ну, раньше 10, вообще все были да, многодетные. и Я не знаю, с чем это меньше, связано. ну, в основном, да, были многодетные. Ну, вот у нас было и у кого-то 3 детей, у кого-то там 4, у кого-то больше 10 детей. Ну, вот так вот смотря, да. Мой отец родился, значит, Иннокентий Анатольевич, он работал строителем, шофером, вот на большой такой машине, как я помню сейчас, возил нас тоже на рыбалку. Но он часто уезжал на заработки куда-то, то в Ленск, то еще что-то там строил. Вот. А мама, значит, тоже работала, и мы больше с бабушкой оставались. Ну, про бабушку я попозже расскажу, и про ямщицкую кухню, да, с ней связанную. Значит, мой дедушка Анатолий Алексеевич, он работал, вот потом я уже узнала, что это на генном уровне, я, видать, выбрала профессию учителя начальных классов. Он закончил учительскую семинарию, раньше семинария называлась, и, значит, его назначили работать учителем, там 5 классов было, школа-интернат. Он работал учителем и директором школы с 1918 по 1937 год, то есть до своей кончины, как бы, да. Вот 19 лет он проработал в школе. Мой прадед Алексей Иванович, тоже немножечко кратко расскажу, он, значит, участник русско-японской войны и Первой мировой войны. Когда он был, когда он был на войне в Японии, он оттуда привез свою жену, там вот как-то поженились они, видать, или как. В общем, он уже привез ее в село Исить, Агнию Никитишну. И она, значит, организовала первый фельдшерско-акушерский пункт в селе Исить. Это в 1906 году. Ну вот при ее участии был организован вот этот вот фельдшерско-акушерский пункт. Он и сейчас, в принципе, у них там работает, у них больницы нет. Да? В селе, да. Вот этот фельдшерско-акушерский пункт работает. Вообще вот ямщицкое движение, ну вот 280 лет было создано ну, я при еще вот Петре немножечко о бабушке пару слов скажу. Давай. А моя, значит, бабушка Мария Прокопьевна, она всю жизнь проработала тоже в колхозе, да? Вот. Да, нет, я вглубляюсь в историю. 280 лет назад при Петре Первом были созданы... Петр Первый, он в России. Он, конечно, вот, большое вообще значение для почты, такой вот, да, в общем значении. Он же был реформатором. Ну да. И всегда смотрел далеко вперед. И поэтому он, конечно, очень много усилий прилагал для того, чтобы вот почта работала, вот организовывались вот эти ямы, чтобы ямщики, значит, возили почту, ценные документы, вещи и так далее. В первую очередь, значит, почта, да? а потом почта. уже груза. Груза, вот, конечно. Да. Вот.
потом уже при какое-то время, когда он умер, это, значит, там какой-то вот был промежуток, когда движение немножечко ямщицкое утухло. И потом при Екатерине II снова пошло возрождение и усиление, можно так сказать, ямщицкого движения. Вот. И вот ямщики продолжили свою службу. Это был единственный, можно сказать, на то время вот, ну, возможно, сообщение, да. Сообщение, Да, возможно, потому что сообщение. они специальным образом же, ну, учитывая наши климатические условия, это же вообще непроходимые дебри, холод, климат и все прочее, но они все-таки очень мужественные ребята, все равно этим продолжали заниматься. И вы, по-моему, мне в рассказе говорили, что аж до Второй мировой войны некоторые станции существовали. Последний по зимнику проехала тройка, это в 1954 году. Вот. Так, у нас водичка вскипела, я смотрю, вы чай какой-то принесли специальный, да? Что я такое? принесла чай, который, значит, наши ямщики тоже вот употребляли. Раньше обычный вот чай из Китая, который был очень дорогой. Ну, и да. поэтому, в общем, ямщики заваривали чай из разных травок, вот из чаги. У Соколова Анатолия Дмитриевича очень хорошо в книге написано «По следам государевых ямщиков». Кстати, за эту книгу он в 1999 году получил первую премию республиканскую, и его книга вошла в десятку лучших на российском конкурсе. Так что там я очень тоже много подчеркнула для себя. Так, сейчас мы заварим вот чай, Иван-чай. Иван-чай это ферментированный, я вот уже сама его готовлю. Не знаю, вы вот сами раньше. Его собираете, сушите, да? Да, я его ферментирую. Это нужно жидкости, там жмыхать его, чтобы вышла влага, полежала, потом порубить его нужно, просушить хорошо, и получается, в общем, вот чай, такой вот чай. Ну вот как раз мы ждем Он наш очень сироп. полезный. Да, давайте заварим аккуратно. Горячую воду я. Ферментированный всегда полезный чай. Ну, я не знаю, тут какого цвета будет, насколько кипящая вода. Вот. Хватит. Ага. Вот. И про ямщицкую кухню немножечко скажу. Вот я наблюдала за своей бабушкой. Она, это уже по маминой линии, она не, значит, там вот где-то они шли со своей семьей через Бодайбо, там еще что-то, потом в Иркутске вот с дедушкой они познакомились. И я подумала, что она тоже что-то ямщицкое вот такое у нее есть. И вот когда в детстве я наблюдала, как она калачи готовит, она, значит, противень с калачами уже готовыми садила уже в такую немножечко потухшую печь, остывшую печь, и через 15-20 минут вот такие вот на сметане калачи вынимали, и мы это уже, конечно, ждали. Но ямщицкая кухня, она простая, потому что вот брюкву, например, садили, да, репу. Брюква – это тоже вот капуста с репой, да, смешанная. Вот. Я слышал только, ни разу не да. кушал. Я кушала. В общем-то, она такой с небольшой горчинкой, но он очень полезный, этот продукт. И ямщики вот выращивали и ели. Затем, в общем, земледелие, когда уже в XIX веке нужно было, в общем, не могли только на мясе и рыбе жить ямщики, да, русские, и они, естественно, пришлось заниматься земледелием. Это вот были пашенные крестьяне, которые переселяли сюда, да, ну, ссыльными их называли, за разные провинности, можно так сказать. Ну да, и сильные были, конечно. Им, значит, земли давали, наделы, и они разрабатывали и выращивали. Ну и вот как бы здесь получилось, ну, переженились, значит, уже с местным населением, получились вот такие, значит, сахаляры, так мы их называются, да, ямщики. Это наша история, что интересно, да, я тут из истории, это, ну, времени вот как бы у нас не очень много, и, значит, на якутском языке вот забыли ямщики русские свой родной русский язык.
И только в песнях вот сохранились, песни старинные, которые они привезли, в этих песнях сохранился русский язык. А так они уже даже разговаривали на якутском языке, и многие даже забыли свой родной язык. Даже так? Даже было такое, да. А вы же в вашей общественной организации еще и поете же, да? Да, ну, вы знаете, я в общественной организации не так давно, 2 года всего. Вот, меня познакомил мой муж с руководителем Ириной Егоровной Стрекаловской. Он у меня был замечательный человек, общественный деятель, казак, художник. Вот, его, например, стоит в Остроге, вот этот макет Острога. Это он сделал, и вот мы сейчас после его смерти подарили туда. Вот ушел он в 22 году. Супруг ваш, да? Да, мой супруг. И вот, значит... Чем занимается ваша общественная организация? Наша общественная организация занимается, ну, устраивают различные фестивали. У нас в прошлом году прошел 21-й фестиваль. 21-й фестиваль в Булганихтахе. Играй гармонь, живи частушка. Ну, лидером, общественным деятелем, вдохновителем у нас был Добрянцев Анатолий Анатольевич. Это вот он все как бы вот и этот фестиваль придумал и вдохновлял вот всех нас. А вчера у нас буквально был вечер памяти Анатолия Анатольевича Добрянцева. Собралось очень много людей, его знавших, друзья, родные, близкие. Вот. Ну, у нас еще фестивали проходят, перезвон, вот в Синске проходил Имщицкий перезвон, первый фестиваль в прошлом году прошел. Вот совсем недавно, в конце этого года, 2023-го, прошел межрегиональный фестиваль 6-й, где, значит, наши друзья прибыли из Иркутской области, мы очень тесные отношения с ними поддерживаем. Главы были даже вот этих районов. Ну вот мы в прошлом году тоже летом посетили Иркутскую область, 4... С ответным визитом, скажите. Да, они уже к нам с ответным визитом как бы приехали. Да, и вот на фестивале девочки были, ну, женщины из ансамбля «Оберег», фолк-дуэт. Они часто приезжают к нам на различные фестивали, поддерживают нас. И у них в гостях, вот когда я еще не была в ансамбле, тоже были. Да. Затем, значит, ну, вот выезжаем, ну, даем уроки в школах, например, рассказываем о ямщиках, да, ведь это для чего нужно, вот чтобы передать потомкам. Ну да, это сколько лет истории, да. Да, действительно. Поэтому мы сохраняем, бережем вот духовное, историческое, культурное наследие и стараемся передать. У нас вот, когда еще тоже Анатолий Анатольевич был жив, прошел, значит, квест-игра. Это когда вот школьники с разных школ, с разных станций, так будем называть, да, вот, они собирались и в игровой форме проводили... Нет, в игровой форме они там соревновались и проводили, значит, узнавали о истории ямщиков. Да, научно-практические конференции проходили. Но я думаю, вот как-то вот так нужно детей вовлекать, да? Итак, Семен нам уже вынес наш пирог. Смотрите, дорогие телезрители, что у нас получилось. Давайте тогда вы наливаете чай, а я порежу пирог. Как обычно его режут? Просто я вот так порежу. Пойдет? Ну, или вот так, да? Вот так, наверное, кусочками нужно вот порезать. Так, да? Да. Тесто мягкое, рассыпчатое. Тесто мягкое. Так, наливаем. Режется хорошо. Обязательно нам надо его будет попробовать. Так, чай у нас из иван-чая ферментированного, который наши предки пили. Так,
Ага. Ну вот, пирог готов. Пирог готов. Вот так. И раз. Это я краешек себе возьму. А вот это... Ой, ну, видите, вот брусника. С брусничкой. Красненький такой Брусничкой. цвет получился. И давайте пробовать. Давайте. Как говорится, приятный аппетит нам. Мгм. Что у нас получилось? Приятного аппетита. Действительно, песочное тесто. Очень вкусно. А вот кислинка, которую брусника придает, как вам? И чай такой терпкий, с ароматом. Лена Катюна, да, нам намекают, что наша передача «Эфирное время» у нас, к сожалению, заканчивается. Спасибо вам большое за интересную беседу. И у нас такая добрая традиция. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Ну, я желаю всем крепкого здоровья, вашей передаче долголетия, творческих успехов, интересных каких-то людей, чтобы приходили на ваши передачи. В общем, всего самого доброго. А я еще расскажу, что у нас сегодня была потомок государевых ямщиков Елена Иннокентьевна Бессонова. Елена Иннокентьевна, еще раз вам большое спасибо. А я, Петр Цепандин, на этом наша передача заканчивается. Будьте здоровы, друзья, и кушайте, как мы всегда. Просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.